меня снова в Ингушетии. Давно не езжу, давно у меня целое лето было очень насыщенное лето, где только я не был. И вот я вернулся. Порекомендую вот здесь слева гостевой дом. Джайрах называется. Был, в нем останавливался. Очень мне понравился. Гостевой дом Джайрах. Хозяин Аллаудин. Вот его джип стоит. Вот. Очень удобно, когда едешь в Грузию. Остановился вечером. Утром раненько на границу. На границе никого нет. Аллаудин, привет. Если увидишь. О, кафешку там все как положено. Ну все, я поехал дальше. Мне, как всегда, некогда. О, тут построили что-то новое. А что ж такое здесь? Кубан. Больница, что ли, или школа? Тут понятно, больничка. Ну, наверное, это тоже. Вон старая башня стоит. С тех времен еще осталось. Муши-пули еще. Арбим, Арбки. Так, здесь восстанавливают. Все еще восстанавливают. Здесь, вон какая большая крепость была. Сейчас я ее показываю. Думаю, что ее видать. И все, уже, по-моему, год с лишним ее восстанавливают. В прошлом году начали. Вот сейчас они ее строят год. Может, кажется, что с нуля. Там фундамент был. А как ингуши в древности строили? Это ж каменюки нужно на себе прийти сюда. Хорошая речка здесь. Вот посмотрите, как я снизу показываю. Как ее тут видать? Я надеюсь, моя камера покажет. Вот как здесь. Эта дорога сейчас уходит на Лежгинский водопад. Вот. И все, помост построили. Горбундок. Да, развивается, конечно. Уже больше не хочу. Да и жарко. Какую погоду. Здесь начинается подъем корзей, если на мотоцикле или на машине. Здесь обычно люди оставляют эту площадку и вон идут пешком по той тропинке. Она вроде рядом, но нужно здоровье иметь все-таки. Вот еще склепы, вон они. А здесь я почитаю сейчас. Комплекс Шоан, вот это где я был. Макалти, храм Ангали Ерды, Бисер, храм Амага Ерды. 13 и 18 века, 500 лет. Понятно, да? Где эти храмы, сейчас тут я не поймешь. Ладно.
что, поворачиваю я. На. Как его? Тяж. О, ограждение сделали. Прекрасно. Надеюсь, камера снимает. Дорога немного напрягает, конечно. Вот, тут уже поразмывало, сыпятся скалы. Аккуратненько. Аккуратненько. Да и неплохо сыпется. В школе кто помнит, если мы не одноклассники? На древнем Памире при встрече на тропинках скидывали одну лошадь в пропасть. Вот так вот. Я каждый раз вспоминаю вот это. Со школы запомнил. Ограждение поставили уже нормально. Так, а здесь бетонные, да? Ну да, тут дорога-то, конечно, ай-яй-яй. Вот они. Тярш. Тоже давненько не заезжал. Здорово, там на месте. Вот сейчас просматривается ядрообразный склеп. Такие склепы делали только для больших военачальников. Короче, как-то так вот. Отлично. Вон тут. Вот тут склеп, я говорю, ядрообразный. Это тяж, башни стоят. Крепенькие, ну немного помогли им. Я еще раз говорю, я и раньше говорил, их бы укрепить, чтобы они не размывались. Вот верхушки, они черные, эта вода, эрозия съедает их. Вот. Ну, поехали по этой тропинке. Дай бог, чтобы встречка не было разъездов, там нету совсем. Но я хоть на мотоцикле, все равно немного стрёмно. Ничего, такая высота. Хорошо, что поставили ограждение, иначе тут, блин, раньше я побаивался и на мотоцикле ездил. А что мотоцикл? Камень под колесо попал покрупнее, который, и все, и улетел нафиг. Запросто. Лишняя пожарка до сих пор стоит там, или ее восстанавливают. Так, хорош болтать, я выехал на шлак. Может занести запросто.
Еду вспотевший, жара в горах, блин. Я думал, о, бабушка прилетела. Красивый конь. Були. Ну там вверху просматривается еще одна крепость, башенный комплекс, но не восстанавливается. Вот о Верхней Гуле история такова, что сначала ингуши под предводительством своего предводителя, это Хази по имени, перебили российский солдат, а потом пришел, естественно, корпус генерала барон Розин и взорвал, уничтожил их Верхней Гули. Обзорность, то есть это 1837 год, по-моему, вон просматривается, сейчас еду еще раз его видать. Но я к нему ездил, на дорогу до того там мне не понравилось, я не хочу больше. И тем более он закрытый, туда к нему не пройти, смысла нету. Я вижу тень, думаю, что там скачет на меня. Красиво. Все шикарно. Все здорово было. Здесь было пусто. Отлично. Просто отлично. Вообще здорово. Я тут сюда останавливался на фотосессию. Кусты выросли уже. Придется отсюда делать фотосессию. Придется отсюда. Сегодня не так сильно, но ничего, посмотрим, что получится.
Так, вот туда спуск. Дорогу-то я тут знаю, я езжу по ней. Ага, туда спуск уже сделали. Подъемник я не понял. Нужны трассы там, что ли? Слишком круто. Так, КамАЗ мне, конечно, не вовремя задымил дорогу все. Что-то на вид новый КамАЗ, а дымит как старый паровоз. Явно синий дым льет. Фу, поршневой там нету. Так, хочу проехать Тумги. Давай попробуем. Может, он уедет КамАЗ куда-нибудь. Вон Биш слева. Как-то этот КамАЗ не вовремя, блин. Да, я постою, я хоть отдышусь. Так, шлагбаум я что-то... вроде и не закрыт шлагбаум. Ну, значит, хорошо. И что, он до самого Тумги поедет, наверное? А больше куда он едет? Или пограничником же? Ладно, поехали. Ага, вот вижу. Вижу, уже вижу. Ох ты, там сколько понастроили всего. Остановиться не могу. Ну, проеду, спущусь. Там все полностью восстановили. Ничего себе. Название надо придумать. Новый Тумгой, новые Тумги. Да, дорога-то ой-ой-ой. Мне завтра, вернее, не завтра, мне выезжать обратно по ней. Если ты меня подведешь, дружище, смотри. Да, вот она.
Восстановили полностью. Вот, значит, восстановили, но сейчас будет видно, где старое, где новое. По-моему, процентов 30, наверное, осталось от старого. Салам алейкум. В прошлом году в мае здесь был, только начинали. Сейчас приехал, сейчас перчатки снять. Так, стоит. Пойду посмотрю. Сами откуда? Я с Ессентуков сейчас. Они приехали, да? Да. Не устает? А? Не устает? Ну, едут, нормально. Я еще обратно же сегодня ехать. Сколько это проехать? 285. Здравствуйте. Не, здесь мы с ним познакомились. Вот, это уже все построили, да? Да. Спросить, вот здесь или не здесь. Салам. Пойду подивляюсь. Давайте зайдем чай покушаем. Борщ. Давай я сначала пойду. Потом не будет. Чая не будет. Чая не будет, борща не будет. Это что такое борщ? Борщ, борщ. Борщ. Борщ, суп. Дагестанский? Наш российский. Не, борщ я точно не буду. Чай могу просто. Зайдем. Так, куда его, чтобы он не мешал? Оставь, взрослым не мешай. Мешает? Ну все, я поехал. Поехал домой. Посмотрел тунги. Восстановленные, отреставрированные, можно назвать новые тунги. Все, вперед. Красивая мечеть.